Здравствуйте! В эфире «Вечерняя смена», в студии Алана Гадзацева. Мы подготовили много интересного. Проведите уютный телевечер с нами. Нас можно смотреть не только по телевизору. Прямая трансляция эфира всегда доступна на нашем сайте iriston.tv, а также мы есть в телевизионных приложениях на смартфон. Цифровое ТВ, Спутник 24, Лайм, Лайт, Все ТВ. Словом, оставайтесь на связи. В СК ГМИ в течение 2 недель будет проходить большая ярмарка вакансий. Представители предприятий и различных ведомств рассказывают студентам о наиболее востребованных в своих отраслях специальностях. Для студентов это возможность оценить состояние рынка труда и быть во всеоружии к моменту будущего трудоустройства, а для работодателей – кузница профильных кадров. Все детали обсудим в нашей беседе с гостьей, проректором по учебной работе и качеству образования СК ГМИ Галиной Станкевич. Здравствуйте, Галина Викторовна. Добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам. И тема актуальная для молодежи, и не только для молодежи, для будущих специалистов и для работодателей. Ярмарка вакансий как возможность диалога между будущим работодателем и его потенциальным специалистам. Расскажите, этот формат в новинку для СК ГМИ или это уже проверенный временем формат, и насколько он себя уже успел зарекомендовать, потому что несколько мероприятий, насколько я знаю, уже состоялись? Ну, для СК ГМИ это не первый опыт проведения такого масштабного мероприятия. Впервые мы провели ярмарку вакансий совсем недавно, это в прошлом учебном году, в апреле месяце. Мы попробовали этот формат работы, он нас вполне устроил, и он удобен для работодателей. Конечно же, ярмарка вакансий в том традиционном виде, который она воспринимается уже лицами с имеющими образование и желающими трудоустройства, организуемые различными органами занятости, выглядит несколько иначе. Мы специально сделали выбор в другой формат взаимодействия, так как все-таки наш формат взаимодействия предполагает не только, но в первую очередь, конечно же, это поиск потенциальных работодателей и трудоустройство выпускников, но это еще и возможность установить контакты, связи, заключить соглашение о практической подготовке, о сотрудничестве в различных направлениях деятельности. То мероприятие, которое сегодня проходило, как раз предполагало встречу напрямую обучающихся старших курсов. В первую очередь это 3-й, 4-й курс бакалавриата, 5-й, 6-й курс специалитета. И разговор шел не только о тех потенциальных вакансиях, которые имеются у работодателей, принявших участие в мероприятии, но и о возможности привлекать обучающихся, уже начиная со 2-го, 3-го курса, к стажировкам на предприятиях, для того, чтобы и будущий потенциальный работодатель, и, соответственно, потенциальный работник могли оценить свои силы, свои умения, определиться, подходит ли ему данная организация с ее требованиями, уровнем компетентности, предъявляемой к будущему специалисту. Ну и опять же не секрет, социальная составляющая тоже имеет очень важное значение, возможные перспективы роста на данном предприятии. Поэтому очень заинтересовала сегодня и студентов, и работодателей вот возможность начать хотя бы с формата стажировок с дальнейшим возможностью уже трудоустройства на полный рабочий либо сокращенный рабочий день. Сегодняшнее мероприятие кого с кем было? Какие предприятия? Значит, сегодняшнее мероприятие было проведено для обучающихся факультета информационных технологий. На данное мероприятие были приглашены не только обучающиеся КГМИ, но и тех образовательных учреждений, в первую очередь средних профессиональных, с которыми мы сотрудничаем. Такой формат мы применили уже весной, и он получил одобрение и со стороны работодателей, и со стороны, конечно же, наших коллег в рамках техникумов, лицей, колледжей. Сегодня были дети приглашены
по аналогичным направлениям подготовки из среднеобразовательных учреждений города Владикавказа. Дело в том, что работодателей, конечно же, в первую очередь привлекают специалисты с высшим образованием, но есть объем работ, которые они вполне могут предложить и выпускникам колледжей. И вот ребята сегодня тоже нашли эту возможность переговорить, встретиться, поделиться контактами с потенциальными работодателями. Очень интересные предложения были от предприятий Почты России, где имеются вакансии именно в направлении информационных технологий. Причем вакансий достаточно, причем они готовы брать на стажировки и студентов, и обучающихся колледжа. А стажировки студентов, насколько это совместимо, образовательный процесс и уже рабочий процесс? Ну, согласно действующему законодательству, нам разрешено подобным образом сочетать работу и, соответственно, учебу. Для этого есть ряд механизмов, предусмотренных действующим законодательством, одним из которых это согласование с обучающимся, возможность использовать индивидуальный план, как предусматривающий замену полноценных занятий индивидуальными консультациями и работу в электронной образовательной среде. И график подстраиваться консультации под рабочий график студента. СКГМИ вообще славится своей возможностью для трудоустройства студентов и выпускников. Это такое качество, особенность этого вуза. И налажена работа и со стажировками, и с трудоустройством. Расскажите, вот помимо ярмарки вакансий, какие есть инструменты для будущего более эффективного, более вероятного трудоустройства выпускников в вузе? Ну, одним универсальным инструментом, который пользуются все образовательные учреждения, это, конечно же, возможность практической подготовки, прохождения практики непосредственно на предприятиях, непосредственно на производстве. Это первый формат, это первый опыт, с которым студенты встречаются с работодателем и видят, что называется то, о чем они читали в книгах, да, видели в каких-то профессиональных роликах, они это видят вживую. Вот. Это первый их опыт встречи. Второй формат, конечно же, это возможность, которую предоставляют им студенческие строительные отряды, где они могут и практику совместить, и, соответственно, трудовую деятельность осуществлять. Следующий формат – это практически ежемесячно мы проводим дни карьеры. Дни СКГМИ на территории или за пределами СКГМИ, куда мы приглашаем, конечно же, представителей работодателей. Учитывая специфику образовательного учреждения, многие мероприятия проводятся в онлайн-режиме, так как наши потенциальные стратегические партнеры находятся удаленно. Это не только Норильский никель, но в первую очередь, конечно же, востребованные наши обучающиеся Норильским никелем. Вот. Это и предприятия в других областях деятельности. В первую очередь, это предприятия геологической направленности, в частности, Ямал-Золото. Это дети, которые обучаются по направлениям подготовки, связанным с металлургией, с теплофизикой, с электроэнергетикой. Это Еврохимкали, они находятся территориально в Волгоградской области, и взаимодействие с ними осуществляется вот в онлайн-формате. Предусматриваются и взаимные визиты представителей работодателей, их учебных центров на территорию СКГМИ и, соответственно, встречные поездки обучающихся для прохождения практик и стажировок непосредственно уже там. Следующим форматом встречи работодателя и работника, конечно же, является возможность получения консультаций, для чего создан Центр трудоустройства и занятости, как структурное подразделение СКГМИ, сотрудники которого регулярно информируют обучающихся, открывающихся вакансиях. Эти вакансии размещены на сайте. К тому же есть возможность самим работодателям обратиться через Центр занятости, предоставить информацию о том, какие у них есть вакансии. Возможность принять участие в образовательном процессе, что мы активно делаем и используем. У нас по всем направлениям подготовки обязательно к занятиям привлечены практические работники с профильных предприятий. Они участвуют и в согласовании самой образовательной программы, и в реализации данной образовательной программы, и в оценке
итоговых знаний обучающихся на государственном экзамене защиты выпускной квалификационной работы. И еще один формат, конечно же, предполагает проведение не только образовательных каких-то мероприятий, но и научных мероприятий в том числе. Такие мероприятия тоже проводятся с привлечением работодателей по возможности, конечно же, очно, но если нет, то в онлайн-режиме. Вот одно из. А касаемо вовлечения именно представителей тех или иных компаний именно в образовательный процесс и в оценку дипломных работ, и в том числе в сам процесс образования, то есть каким образом это происходит? Это конкретные лекционные, семинарские занятия или это формат мастер-классов? Как это выглядит? Значит, есть, конечно же, формат, когда непосредственно представители работодателя участвуют в образовательном процессе, проводя весь комплекс учебных занятий. И лекционные курсы, практические курсы, лабораторные занятия. Это возможность и подготовки курсовых проектов под руководством. Иногда двойное руководство представителя работодателя и, соответственно, преподавателей кафедры. Это выполнение выпускных квалификационных работ с возможностью консультирования с представителями работодателя. Это один момент. И второй момент. Многие выпускные квалификационные работы готовятся по запросам работодателей. Соответственно, и подготовка этих работ предполагает тесный контакт студента и предприятия, которое заказало провести анализ соответствующей проблемы, которая ему важна, необходима для использования дальше в образовательном процессе. То есть эти работы, они действительно могут быть полезны тому или иному предприятию, тому или иному работодателю, и как предлагаемый кейс и вариант его решения. Да. Это может быть непосредственно только лишь в объеме выпускной квалификационной, а может быть и длящийся во времени проект, начиная с курсового проекта и как итоговый результат выпускная квалификационная работа. То есть комплекс таких мероприятий исследовательского характера. Взаимовыгодный опыт, взаимовыгодное взаимодействие. Ну и возвращаясь к ярмарке вакансий, хотела бы еще спросить, что больше всего волнует студентов, какие вопросы они задают, и что привлекает внимание работодателей? Студентов, конечно же, волнует, во-первых, наличие вакансий как таковых. То есть имеют они место или быть именно по тем направлениям подготовки, по которым готовятся обучающиеся в течение всего периода получения образовательной услуги в ВУЗе. Да? Это один момент. Второй момент. Имеется ли возможность карьерного роста? То есть какие такие инструменты применяет работодатель для того, чтобы вот молодой специалист мог подвигаться по карьерной лестнице. Ну и, конечно же, волнуют социальные вопросы. Сегодня на нашем мероприятии многие работодатели говорили об этом, что они предоставляют широкий социальный пакет, и он включает в себя не только возможности трудиться и получать заработную плату с прилегающим с действующего законодательства компонентом социальное страхование, медицинское, но еще, например, и дополнительное медицинское страхование, что очень важно. Вот. Плюс очень важный момент, связанный с возможностью обеспечения жильем своих работников. Применяются ли такие инструменты и механизмы помочь молодому специалисту по льготной ипотеке или софинансированию ипотеки приобрести жилые помещения? Действительно эффективный формат, и я уверена, что он находит, результаты будут видны, очевидны в ближайшее время даже среди тех выпускников, которые выпустятся в ближайшие годы. Что ж, спасибо большое за это интервью и за проводимую вами работу. А сейчас мы прервемся на небольшую рекламу и сразу после нее продолжим наш эфир. Продолжаем вечернюю смену. Направление востоковедения на историческом факультете СОГУ берет новый старт. Был подписан меморандум о сотрудничестве между Северо-Остинским госуниверситетом и Институтом древних рукописей Метанодараном. Это научно-исследовательский центр при правительстве Республики Армения. В нем располагается крупнейшее хранилище рукописей в мире. Что изменится в академической работе вуза и какие перспективы нового сотрудничества обсудим в нашем эфире с деканом исторического факультета СОГУ Залиной Плиевой и студентом этого же факультета Артемием Мириковым. Здравствуйте.
Здравствуйте. Приятно видеть вас в нашей студии. По хорошему поводу это налаженное новое сотрудничество. Я хотела бы начать, Залина Тимуровна, с вас. Расскажите, пожалуйста, при каких обстоятельствах удалось подписать меморандум, как вообще эта встреча состоялась, в связи с чем, и что ожидает, что изменится с заключением этой договоренности? Ну, хотелось бы сказать, во-первых, поздороваться, конечно, и с вами, и с дорогими зрителями, и сказать о том, что, в принципе, мы не рассматриваем вот данный факт как нечто вот из ряда вон выходящее и свершившееся вдруг. На самом деле это очень важное событие, но оно стоит в череде многих событий. Вот, ну, как бы это все развивается именно так, как должно было развиваться, потому что наше направление, которое взяло старт в 2016 году, и это для направления востоковедения, можно сказать, совсем молодое еще направление, но оно укореняется, укрепляется, и в том числе укрепляется связями с такими сильными институтами, которые находятся в соседней Армении, и в данном случае это Институт древних рукописей Матенадаран. Ну, почему это нам интересно, почему мы вспомнили это в связи с востоковедением? Мы вообще вспомнили об этом в связи с нашим факультетом, историческим факультетом. Мы в данном случае сейчас мы оказались в Армении в рамках экспедиции РГО, в которой участвовал СОГУ, участвовали преподаватели СОГУ. Мы вместе с деканом географического факультета Фатимой Мусаевной Хацаевой были в составе этой экспедиции, которая состояла вот из пензенской части, так скажем, регионального отделения и вот нашей Остинской. И в рамках этой экспедиции мы, естественно, преследовали интересы, которые интересуют нас, наш вуз. И для нас, вот, для исторического факультета, очень важно развивать связи с Арменией, всесторонние, потому что помимо востоковедения у нас функционирует направление зарубежное регионоведение. И оно уникально, потому что здесь у нас, и только у нас, насколько мы знаем, в рамках зарубежного регионоведения изучаются страны Южного Кавказа. Это как раз Армения, Азербайджан, Грузия. И это тоже, в принципе, объяснимо, потому что то самое кавказоведение, которое развивалось в течение долгого времени у нас на факультете, оно изучало Кавказ в целом. И сегодня есть очень серьезный заказ на то, чтобы, заказ государственный, на то, чтобы вот эти исследования проводились как можно интенсивней, нужно находить новое, нужно не терять старое. И в данном случае вот эта сокровищница, так скажем, Матенадаран, на самом деле сокровищница, это очень величественное, во-первых, издание. Во-вторых, то, что там находится, это ну, для людей, которые живут на Кавказе, на самом деле сокровище, потому что там можно найти сведения о древней истории, в том числе и Осетии. И в данном случае перед нами стоит очень большая работа. Мы это понимали. Еще раз повторюсь, что когда мы открывали зарубежное регионоведение и востоковедение, мы понимали, что это будет все вкупе. И в данном случае вкупе нам нужно готовить наших специалистов, чтобы они изучали древнегрузинский, древнеармянский язык. И такая возможность есть в Армении именно изучить эти языки, для того, чтобы работать, для того, чтобы искать. Это обычная работа и историка, и аналитика, и политолога, для того, чтобы вот прийти к очень важным выводам. И мы на самом деле рассчитываем на то, что вот это наше сотрудничество будет очень полезным, потому что это и взаимный обмен, и это очень серьезная научно-исследовательская работа. И еще раз повторюсь, что мы видим перспективы для того, чтобы наши студенты, наши магистранты, наши аспиранты получили новую возможность для того, чтобы находить новые источники. Притом совершенно вот с таким серьезным подходом. А для серьезного подхода нужно изучение языков. Ну, это если вкратце. Да, хотела Артемию спросить. Артемий, почему вам кажется это направление востоковедения сейчас особенно актуально? И вот, как Залина Тимуровна сказала, есть значительный государственный заказ. Вот в чем он заключается? Ну, дело в том, что на сегодняшний день так сложились геополитические реалии, что нашим очень близким и очень важным стратегическим союзником и партнером стала Исламская Республика Иран. Вот. В связи с этим, конечно же, ну, эта тенденция шла несколько лет, мы могли это замечать, и люди, которые анализируют ситуацию, хотя бы смотрят новости, уже понимали, что идет такое
идут очень сближение такое, и очень вообще на самом деле за всю историю российско-иранских отношений самые теплые отношения именно сейчас. Соответственно, для этого нужны специалисты в разных сферах. Но надо понимать, что страна очень, во-первых, многогранная, очень интересная, с богатейшей, древнейшей историей. Ну и так как это Исламская республика Иран, то это регион очень непростой. То есть нужны специалисты, разбирающиеся, не просто знающие язык, а разбирающиеся непосредственно в культуре, в истории, в религии. И это нужен человек не просто переводчик, да, а вот именно такой специалист, востоковед. Плюс, когда человек учится на востоковеда, то это, конечно же, гораздо шире, потому что он не ограничивается географическими границами только одной страны, то есть это и далее идет регион, допустим, если мы говорим о Южном Кавказе или Закавказье, это, соответственно, и Армения, и Азербайджан. Вот. И на сегодняшний день большой, как уже было сказано, государственный спрос на переводчиков с персидского языка. Далее, вот сейчас идет развитие отношений российско-иранских и в оборонной промышленности. Вот недавно проходила новость, что Иран предложил АвтоВАЗу совместно строить автомобили. То есть, как минимум, нужны будут люди-переводчики, которые будут переводчики-синхронисты, переводчики, которые будут переводить технические тексты. Вот. Ну и далее уже непосредственно будут нужны люди, которые будут работать, в том числе, если мы говорим об истории, то те люди для налаживания отношений и диалога между народами, конечно же, проводниками такими являются историки, которые будут изучать и события, те или иные события, потому что в историях отношений между нашими народами были разные события. Были и войны, был период, когда у нас были достаточно напряженные отношения, сейчас более теплые. Ну, чтобы это все изучать и расставить уже окончательные, так скажем, точки над «и», конечно же, тоже нужны специалисты, не просто люди, изучающие историю, а знающие регион, знающие этот язык. Вот. Поэтому направление на самом деле актуальное, и большой плюс, что у нас оно есть на базе нашего местного Северо-Остинского государственного университета, то есть потому что специалистов такого уровня в основном готовят у нас в столичных вузах. Вот. Но у нас, да, и это же как бы штучные специалисты на самом деле. У нас действует культурный иранский центр при посольстве Исламской республики Иран как раз-таки на базе исторического факультета СОГУ. Вот. Ну и поэтому хотелось бы, конечно же, чтобы молодые люди, мне как человек, который любит и занимается историей на ИСТФАК, ну и также на такое направление, как на востоковедение. Плюс стоит отметить, если мы говорим на национальном телевидении, если мы на Северной Осетии, остинский язык, он входит в иранскую семью языков, то есть иранский, персидский язык, афганские языки, пушту-дари, таджикский язык и остинский язык — это вся одна языковая группа, и очень много там и похожих слов, и грамматика очень похожа, то есть для человека, который является носителем остинского языка, будет на самом деле очень интересно изучать персидский язык, и я думаю, что достаточно легко вот, в плане фонетическом. Залина Тимуровна, вас хотела спросить, это направление будет действовать на базе исторического факультета, потому что такая смежная специальность, и историк, и языковед, филолог, лингвист, как правильно сказать, политолог, политолог, специалист по культуре, по медиа. Многогранная. И так далее. Да. В принципе, ничего удивительного нет, потому что история, исторический факультет, 102-летний факультет, он на самом деле готовит специалистов в области фундаментального гуманитарного образования, поэтому для нас несложно. Еще раз повторюсь, мы уже говорили о том, чтобы для того, чтобы полноценно работать с источниками, нужно знать языки. И есть много примеров, когда наши историки, выпускники нашего исторического факультета, закончившие особенно в эпоху ту, когда это был историко-иностранный факультет, они становились учеными просто мирового уровня с мировым именем. И поэтому еще раз повторюсь, что это все гармонично для исторического факультета, потому что востоковедение — это прежде всего мудрость, да, она присуща нашему факультету, да. И вот так вот мудро обмыслив все, мы решили, что да, мы должны это делать, потому что мы находимся в Осетии. Осетия на самом деле выстраивает, в том числе именно Осетия выстраивает те мосты с Ираном, которые сегодня стратегически так важны. Перед нашим факультетом именно установил бюст великому поэту Фердауси посол Ирана. И это тоже знак, это знак признания. И совершенно недавно, да, вот очень приятно видеть эти фотографии, потому что мы были неоднократно в Иране, да, в 2016
2017 году заключили договоренность с университетом Аламе Табатабаи. Ректор Алан Огоев заключил договор как раз-таки с президентом университета Аламе Табатабаи о сотрудничестве. И с тех пор это сотрудничество продолжается. Еще раз повторюсь, конечно, сразу начать и объять необъятное нельзя. Но постепенно мы идем, и вот как раз-таки вот этот армянский вектор, который появился сейчас, это тоже очень серьезный шаг на пути, в том числе усовершенствования нашего вот направления востоковедения. В этом году нам впервые дали 10 бюджетных мест на бакалавриат востоковедения. Это тоже признание, потому что, еще раз повторюсь, это штучный товар востоковеды. В прошлом году это был беспрецедентный случай, когда указом президента страны Владимира Владимировича Путина буквально в июне были добавлены бюджетные места на магистерские направления, на стратегически важные для страны в такой вот сложный период. И таким направлением было востоковедение. И вот нам 15 бюджетных мест на востоковедение, магистерскую нашу программу «Иран в современном мире» также выделили. Поэтому нам доверяют, нас верят, и мы будем стараться. У нас очень высокого уровня преподавателей как фарси, так и специалисты в области политики, культуры. И мы не видим границ для того, чтобы приглашать к нам специалистов из Москвы, из Ирана. К нам приезжают преподаватели из Ирана. Буквально завтра, послезавтра некоторые из наших магистрантов, ребят, отправляются в Иран. Как раз в рамках этой нашей совместной программы они будут там обучаться. И вот это сотрудничество идет, развивается, и хотелось бы, чтобы в республике об этом знали, и наши молодые люди пользовались этим, понимали, насколько это перспективно, потому что когда приезжает президент страны, вот в конце января месяца приехал в нашу страну президент Ирана, и на следующий день после его отлета приезжает посол Ирана сюда, в Северную Осетию, и приходит в Северо-Осетинский государственный университет. И он в том числе политические заявления тут делал. Я тоже думаю, что это признание, это показатель. И поэтому у нас очень хорошая площадка, это очень хорошие перспективы. Хотелось бы, чтобы мы об этом больше говорили, об этом больше знали, и все вместе развивали вот это направление, эти связи, потому что это очень важно. Развивать вот такое серьезное международное направление, как вот Иран. Приятно, да, что есть база подготовленная уже, есть кадры, специалисты, способные обучать, есть опыт многолетний подобной работы, а сейчас еще и есть спрос на таких специалистов. И, как вы говорите, штучный товар, он всегда ценится особенно. И мы надеемся, что наш сегодняшний эфир в копилку вот этих 10 бюджетных мест как минимум добавит несколько студентов. Что ж, спасибо большое. Желаем вам успехов в этой работе. И в следующем учебном году мы надеемся, что будут все места, и бюджетные, и коммерческие, заполнены. Спасибо. Будущими востоковедами. Спасибо вам. А сейчас мы прервемся на небольшую рекламу и сразу после нее продолжим наш эфир. Продолжаем вечернюю смену. «Ах, любовь!» Произнося эту фразу, невольно начинаешь напевать знаменитую мелодию из легендарной киноленты 1977 года Северо-Осетинской студии телефильмов. Пожалуй, эта картина вызывает легкую ностальгию даже у тех, кто родился значительно позже ее выхода. И вот потрясающая новость. Мюзикл «Ах, любовь» уже в эти выходные. Постановка Изабеллы Каргиновой собрала на сцене звезд, специальных гостей и в целом обещает немало сюрпризов для зрителей. Хиты 70-х, танцы и любовь. Все это уже предвкушает северо-осетинская публика. А в нашей студии артисты, которые едва ли нуждаются в представлении. Это Виктория Бабаева, Олег Тайсаев, Руслан Кабалоти и Роберт Кисиев. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые Привет. гости. Привет. Как приятно вас видеть. И действительно, это такое событие в культурной жизни, мюзикл «Ах, любовь». Наверное, ни у кого не может эта фраза вызвать какие-то негативные. Это только позитивный, такое светлое, даже само название очень светлое. Виктория, давайте начнем с вас. Вы так очаровательно улыбаетесь. А расскажите, пожалуйста, о работе над мюзиклом. Что для вас стало самым знаковым в этой работе? Ваш образ, ваша роль? Может быть, что-то для вас стало каким-то открытием? Конечно, у вас опыт уже в плане работы в мюзиклах есть значительный, и у команды есть опыт.
Могу сказать, что я, во-первых, очень благодарна Изабелле Каргиновой, что она меня снова пригласила. У меня замечательная роль, одна из главных. Собственно, здесь сидят все актеры, я бы сказала так, первой линейки. Есть такая фраза и такое понятие. И все мы играем интересных персонажей. Я играю девушку, взрослую, у которой есть дочь, и я выдаю ее замуж. Эта история вся завязывается, собственно, на этом, этот сюжет. Мы не будем всего раскрывать, но можем сказать, что все очень интересно, позитивно, забавно. Мы уже про это говорили, что можно выкидывать антидепрессанты и приходить просто за хорошим настроением к нам. Песни будут действительно замечательные, это хиты. 70-х. Да, которые любили не только наши мамы, но еще, скорее всего, застали наши дедушки и бабушки. И эти хиты сейчас популярны, и мы их тоже любим и поем. Здорово. А какая связь между мюзиклом «Ах, любовь» и кинолентой? Есть ли она? Олег, давайте вас спрошу об этом. Связь прямая. Прямая, да. Я могу похвастать, что я стоял у истоков, так сказать, создания мюзиклов в России вообще. Значит, я участвовал в этом проекте в Москве в 2006 году, играл тоже Гарри. А вот после этого вышел фильм, и мы всей труппой пошли на этот фильм, да, очень похоже. Очень похоже. Актеры другие, конечно, другой линейки, да. То есть первая, я считаю, минус или плюс 3 линейка, видимо, там очень известные актеры, да. Вот. Ну, могу сказать еще, что я тоже очень рад, что я в этом проекте, потому что могу сказать уверенно, что ансамбль актеров, которые сейчас заняты в этом мюзикле, значительно сильнее, чем те, которые были в Москве. Можно я? Спасибо. Я подтвердить хочу то, что сказал Олег, потому что я посмотрел видеозапись с участием Олега в Москве, постановки, которую показывали в Москве. Я подписываюсь под всеми словами Олега. Он большой молодец, потому что он был лучшим. Он был лучшим среди всех. Ну, у нас не принято хвалить. Надо просто прийти на мюзикл и понять, что понравилось, не понравилось. Но мы ждем встречи с нашим зрителем, ждем этой премьеры и, конечно же, возрождение мюзикла на Остинской сцене, которую ждали 10 лет. Да? Во-первых, мюзикл – это такой хороший жанр, который подходит и детям, и взрослым. Он интересен. Там и спектакль, там и музыка, и хорошие истории, которые бывают не растянуты. Это все компактно, интересно. У нас будет и освещение хорошее. То есть все, что полагается Танцы, современному концерту. Да, и у нас будет хореографический ансамбль, и не один. Вот как раз хотела про хореографию, да, спросить. Серьезная хореографическая программа, серьезная музыкальная программа, это мюзикл, да? Как артисты, вот вы вливались в это, как проходили репетиции, подготовка? Руслан, давайте, вот вы на меня смотрите. Меня для красоты посадили, поэтому... Вас, в принципе, для красоты и таланта посадили. На самом деле это очень хороший опыт, потому что ты помимо вокала, у нас живой звук, мы все поем. Живем, да, Живем, кстати, все это поем, важный это момент. важно, потому что это редко. В последнее время все последнее концерты время, да. работают практически Да. под плюсовую И фонограмму, мы а мы хотим поем все живьем. Подарить искренность, чистоту, свои возможности показать, потому что у всех есть колоссальный опыт на сцене остинской и на эстраде, даже российской эстраде. За границей наши артисты выступали. Но живой тут звук – это хочется энергетика. подарить Связь нашим зала. зрителям, правда, качественный продукт. И за что нам и не стыдно, потому что мы танцуем, мы поем, мы играем. И это все открыто, и зритель это видит, и он становится соучастником. Ну, у нас много загадок в мюзикле, поэтому все не будем раскрывать. Руслан, расскажи про репетиции. Вы же Репетиции, да. во всех вы меня концах про это города спрашивали? проходят танцевальные репетиции с одним коллективом, с Да, другим. Они кстати, ездят задействовано туда, очень много коллективов. работают с хореографами. Из Москвы коллективы приезжают, из-за границы Музыканты у нас приезжают. будут, Местные, аж 3 коллектива задействованы. Да. Помимо нашей антрепризы, вот этой команды, которую собрала Изабелла Каргинова, наш режиссер, вот она как бы динамо-машина этого проекта, она инициатор. Она говорит, давайте, ребята, соберемся и сделаем хорошее шоу, качественное, красивое, яркое. И как бы мы вот в этом порыве вот объединились и, надеюсь, и жажду
вот этого момента, когда мы выйдем на сцену 26 числа в 6 часов в концертном зале СОГУ и встретимся со зрителем, которого мы долго ждали. Сейчас нелегкое время и для страны, для республики, для народа, но мы хотим подарить людям надежду, хотим подарить людям тепло и веру в завтрашний день. И в любовь, в веру. Конечно. Роберт, хотела Да-да. вас спросить. Расскажите о работе с режиссером, об опыте этой работы и особенностях работы Изабеллы Каргиновой как режиссера. Я с удовольствием расскажу про это. Вы знаете, я просто хочу подметить один такой тонкий момент. Вот мои коллеги, которые сидят рядом, ну, конечно, они вокально более грамотные, чем я. Я драматический актер. Но знаете, в чем большой плюс? Когда ты выходишь на сцену, ты драматический актер, с тобой прекрасные вокалисты, то у тебя есть чему поучиться у них. А нам у тебя. А им есть чему поучиться у нас. И это тоже очень хороший симбиоз, очень. И мы его применили, и он, мне кажется, очень хорошо сработал. Я просто благодарен судьбе, что мы что все так получилось, что мы работаем сегодня вместе. Потому что понятие антрепризы никто не отменял. Мы должны как-то соединяться, что-то экспериментировать в чем-то. Такие вкусные И мне кажется, союзы, я бы сказала, это интересные. очень хороший эксперимент. И касательно Беллы Каргиновой, ну, она безумно талантливый человек, правда. И ей это нравится, это ее жанр, ей в этом жанре легко. И когда человеку в чем-то легко, мне кажется, это выдает очень хороший продукт. И на Очень самом хороший. деле, это же, представляете, какой для нас опыт? Мы не актеры, я не актриса, я вообще на это не претендую. И когда Изабелла Геннадьевна сказала, что моим партнером по мизансцене будет Роберт Кисиев, это, во-первых, на минуточку, народный артист народный артист Северной Осетии, заслуженный Южной Осетии. И вы же понимаете, когда ты не актриса, и вот я боялась, что он будет это видеть, мою какую-то, может быть, непрофессиональность. случае. Но он мне очень помогает. Я на него смотрю, и мне гораздо проще. Ребята, вот я бы сказала, что... Это же любовь. Кстати, с у нас в таким опытом, коллективе с их двое опытом я не народных. поспорю. Два народных артиста, вот они сидят. Я же настоящие. говорю, вот... Зачем вы Специально посадили диван. нас Для на один народных диван? у нас диван выделен. Видите, поэтому мы по бокам сели. Мы по краям Молодцы. обрамляем вас. А вот вы думали о том, что как вы будете выглядеть на фоне Роберта? Роберт, а вы думали в этот момент, что вот я Как актер, вокалист, я да? не певец? Знаете, мы живем в прекрасной республике. У нас такие хорошие отношения в творчестве, я не знаю, в дружбе. У нас нет зависти. Если бы это было где-нибудь, я не хочу, ну пусть это будет столица, образно говоря, да, то там каждый борется сам за себя. Но не здесь. Мы все друг друга должны поддерживать, и мы это делаем. Так что нет такого, Господи, с кем я работаю, наоборот. Подай человеку и возьми от человека. И вот... И маленькую ремарочку хочу вот про то, что ты сказал, немножко так вот сделаю такой итог. То, что команда, не только актеры на сцене и певцы, мы бы хотели еще выразить благодарность за то, что нас поддерживает. Нас поддерживает Алан Рузмагович Агоев, это ректор СОГУ, который предоставил нам для репетиции зал ДК СОГУ. Алан Кокаев, который нас в этом поддерживает. Нас поддержал Алан Базоев, если я не ошибаюсь, верно, по-моему, сказала. Да, директор, потому что мы уже так общаемся, Алан, я фамилию, к сожалению, не знала. Им огромнейшее спасибо за то, что они нас приняли радушно, предоставляют сцену, и плюс огромное отдельное спасибо это Владимиру Ивановичу Уварову, Русский театр, в котором, собственно, наши репетиции, сборы все начинались. То есть, представляете, сколько людей вообще поддерживали и помогали, вот, и то, что вы увидите 26 числа, это симбиоз всех абсолютно, кто рядом с нами стоит. Ну, мы еще благодарны национальному телевидению. Особенно. Потому что, Отдельно. что вы нам даете А у нас возможность маленький донести до сюрприз. зрителей Руслан, свое творчество. Мы же не с пустыми руками. Кстати, Даже да. так. Да, мы не с пустыми У меня руками. сердце стучит. небольшую презентацию. Он немного помят, потому что его вез... У самого сердца. У самого Ребята с сердца. концерта сейчас приехали, Это вот- Руслан, Олег, они были на это вот Покажи нет, билеты, можно, пусть дайте. посмотрят, Да, как они давайте выглядят. откроем, красиво это посмотрим. Ну, ты все на себя тянешь. Один На билет. один, на один. На, Олег. Дорогие друзья, Кому мне? Вот. Нам? Что я мы раздал, что- Четыре. хотим вам от меня. подарить вот эти вот билеты, Передай, 4 билета на нашу премьеру. Я Целых передам. 4 билета. Да.
А сколько за ними стоит? Это все Да, вам. я потеряла Приходите. дар речи просто от неожиданности, потому что это было сюрпризом на самом деле. Я Ни- думаю, ни в что чем сейчас, себе не отказывайте, сейчас всё будет для вас. жестокая борьба за эти билеты. Прямо сейчас я вот уже распределяю, так, кто сейчас попросит у меня. Сохрани Там уже конверт. продюсер С удовольствием. сбоку машет, типа, я. Вот, режиссеры в ухо мне подсказывают, что уже там уже все, список составлен. Они, а как они до придется вашего от- уха доберутся? Это У нас, клин? у вас секреты свои, у нас свои всё. телевизионные Мне секреты. кажется, этот эфир забили так, что мы сейчас не уложимся в регламент. Я думаю, что мы уложимся. Я хотела еще вот о чем сказать. О том, что вот это вот название «Ах, любовь», да, оно прям синонимично, оно буквально так же звучит, как название нашего вот прекрасного Ну, фильма. общего о котором... ничего между ними Ничего нет, нет просто о общего. любви, да. Но о Решили вот любви, там любовь, здесь любовь. И, наверное, многие могут просто подумать, что это тот самый фильм, его там реинкарнация, скажем. Не, я считаю, Нет, что это там не вообще тот есть, самый потому что тот кинофильм снят нашей киностудией Остинской, и мы тоже команда ну, «Осетии». только если так, Да, да. такую связь давайте. Кстати, вот этого я, Параллель. Руслан, не знал. Теперь буду знать. Что делать? Что общего? Надо Да. узнавать, Что что актеры там. Но вы местные. знаете, есть Александр, живущий в Москве, а есть Александр, живущий во Владикавказе. Да. Это так же, как и про название. И Ничего. Сашенька, которая в Твери Да. живет. Наоборот, есть какой-то, наверное, перчинка какая-то, которую хочется так... Интрига. Да, интрижка. Цахтон. Олег, вас хочу спросить. А вот вам как кажется, что должно зацепить нашу публику в этом мюзикле? Ну, у нас публика избалованная, можно сказать, в хорошем смысле. Да. И зацепить, конечно, еще раз говорю, ансамбль артистов, танцоров, режиссер, безусловно, Изабелла Каргинова не нуждается, мне кажется, в представлении, потому что она и как человек хороший очень человек. Да. Очень к актерам относится очень хорошо, мастер большой. И поэтому, когда работает она, всегда получается результат очень хороший. И это песня Абба, конечно, безусловно. Исполнение, безусловно, на мой взгляд, очень хорошее. Вот, Роберт скромничает, а на самом деле очень хорошо поет тоже. Вот. Богатый такой тембр у него. Значит, режиссура, приглашенные артисты тоже греки, да? Да, у нас будут музыканты Да. из Москвы, которые специально То есть приедут на премьеру, шоу и только сделано- на премьеру. Я еще раз говорю, что у меня есть с чем сравнивать, поэтому шоу будет хорошим. Поэтому зацепит зрителей, безусловно. Экшен, музыка, все, свет, звук, все на высшем уровне. Подобралась команда очень хороших, высоких профессионалов. Поэтому приходите, посмотрите с семьями, будет очень хорошо. Вот как раз на экраны вывели афишу. Я дополнительно озвучу. Это 26 ноября, киноконцертный зал СОГУ. А вообще еще возможно приобрести билеты или уже все купили? Пока вроде бы еще да. Но мы не отслеживаем, потому что мы постоянно на репетициях. И сейчас после эфира мы опять едем на репетицию. То есть вот в половине 9 Можно купить Да. онлайн. Да, онлайн. онлайн Да, можно купить, приобрести кстати, можно, да. Есть ссылочка у нас на сайт, вот можно скопировать QR-код и перейти на страничку сайта этого. Ну, я уверена, что будет аншлаг. Я не знаю, конечно, я не специалист в этой области, но на мой скромный вкус, мне кажется, что аншлаг вам точно обеспечен. Но мы ждем, Спасибо. ждем вас, дорогие друзья, 26 ноября, 18:00, концертный зал СОГУ. Мы приглашаем всех, кто сейчас смотрит в прямом эфире Рестон ТВ, передачу «Ночная вечерняя смена». Она уже ночная. У вас потому что мы- начнется ночная смена А у сразу нас после ночная, да, вечерней. я Сейчас говорю. у нас репетиция, да, Приходите, пожалуйста, приходите 26 числа в 6 часов. Зал СОГУ, вы не пожалеете. Это правда будет позитивно, по-доброму, вам понравится. Я уверена, что понравится, и нам понравится. Мы обязательно в этом Приходите, убедимся. обязательно Спасибо приходите. за такой подарок. И еще один буквально последний вопросик я задам. Это по поводу работы в команде. Потому что любой спектакль, мюзикл — это
всегда работа команды. Это связка режиссера и артистов, в том числе и танцоров, и тех, кто поет. Расскажите вот об этой работе команды. У части из вас есть опыт совместной работы, у кого-то это в новинку, это взаимодействие. Расскажите вот об этом. Я, честно говоря, только сейчас вот в студии встретился с этими людьми. А на самом деле 10 лет назад, даже 13 лет назад Но поем мы начался давно с Русланом знакомы по сцене. первый Именно в мюзикл, где мы мюзикле- участвовали вместе. Это был мюзикл «Снежная королева», где мы встретились уже как артисты мюзикла. Олег Тайсаев, Виктория Бабаева, Никита Васильев, Камила Абдулаева, Ида Киртанова и все И сам ребята, Руслан. которые там участвовали. Да. Потом у нас был мюзикл «Золушка». Тем же составом. Тем же составом. У нас была антреприза «Аршин Малалан», которую мы вывозили вместе со спектаклем «Антигона» в Москву. Мы выступали в центре Мейрхольда. Также у нас был мюзикл «Три мушкетера». И потом у нас еще был проект «Музыка», в котором участвовала Виктория Бабаева, У нас певица было 5 Луна, артистов, мы придумали Камила такой Абдулаева, хороший да. проект. Да. И режиссер вот был. 10 лет тишины в направлении мюзикл, и мы вот, благодаря Изабелле Геннадьевне и вот этим замечательным артистам собрались и сделали спустя 10 лет мюзикл. Представьте, 10 лет. Вот это Ну вот вынашивалось. 10 лет копили вдохновение, как режиссер Изабелла Каргинова, так и вы. Копили это Изабелла вдохновение. копила на чужбине, и потом она поняла, что надо вернуться на родину и работать, и создавать, и дарить людям. И занимать эту нишу, потому что потому она что- пустует, по факту. Мы ждем, с нетерпением ждем этого мюзикла «Ах, любовь» и ждем, может быть, и новых, дальнейших каких-то новых мюзиклов. Спасибо вам большое. Мы Спасибо. желаем вам удачной премьеры, мы желаем вам прекрасной публики и легкого выступления. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо за приглашение. Мы вас очень Любим. любим. И мы вас очень любим. А это все на сегодня. Спасибо за внимание. Всего доброго и до встречи в эфире.